В детской школе искусств состоялась праздничная концертная программа, посвященная 70-летнему юбилею нашего города. Подарок Инте преподнесли заслуженная артистка Российской Федерации Ольга Сосновская и заслуженный работник Коми, почетный деятель искусств республики Владимир Юрковский. Актовый зал музыкальной школы как никогда был полон в этот субботний день. Ценители искусства, классической живой музыки и вокала, воспитанники детской школы искусств, педагоги по вокалу, работники творческих профессий и люди пожилого возраста пришли насладиться виртуозной игрой на фортепиано и красотой голосов. Я хочу поздравить всех интинцев, всех моих земляков и гостей города, которые приехали сюда на праздник с этим прекрасным юбилеем. 70 лет – это дорогого стоит, я считаю. И вы знаете, главное не то, как меняется архитектура, а мне главное то, что не меняются люди. Они все такие же добрые, искренние, замечательные, высокого уровня профессионалы. И вы сами знаете, что Инта взрастила огромные кадры, которые улетели отсюда из Инты, но они прославляют Инту и дальше, и за пределами нашей республики. Поэтому здесь самое главное вот такой дух, интинский характер, я бы сказала, да. И я счастлива тем, что я смогла приехать, что звезды сложились так, что я очутилась здесь в этот праздник, потому что вы сами знаете, что была травма, и она, если бы это случилось год назад, я бы не смогла приехать. Настоящий праздник интинцам подарили заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Республики Коми, лауреат Всероссийского и международного конкурса вокалистов, лауреат Государственной премии Республики Коми и педагог по вокалу Ольга Сосновская, заслуженный работник Республики Коми и почетный деятель искусств Владимир Юрковский под аккомпанемент лауреата Государственной премии Республики Коми Елены Ардувановой. В прошлом году международному конкурсу юных вокалистов на приз Ольги Сосновской исполнилось 30 лет. Первое творческое состязание проходило в Инте 8 мая 1993 года. С 1998 года основным организатором конкурса становится продюсерский центр Владимира Юрковского. С этого момента конкурс выходит на новый виток своего развития. География его участников на сегодня охватила 59 российских регионов и 15 стран. Всего за 30 лет в конкурсе приняли участие более 2500 юных вокалистов. Около 300 из них получили почетные звания и призы. А город наш славен не только своими трудовыми достижениями, но и культурными традициями, одна из которых зародилась в стенах нашей школы. 8 мая 1993 года по инициативе председателя Интинского хорового общества Александра Дмитриевича Подушка на этой сцене состоялся первый конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. В те годы в конкурсе принимали участие дети от 6 лет. Шло время, конкурс развивался, обретая известность и популярность. Я с огромным счастьем, с удовольствием откликнулась сюда, чтобы приехать. И спасибо звездам и Господу Богу, который позволил нам, что меня отпустили даже с работы, несмотря на то, что идет постановка Евгения Онегина новая. Я сказала, для меня это важнее. Здесь важнее. Поднималась сейчас по этим ступенькам и думала, боже мой, действительно, сколько здесь прошло чудесных мгновений, дней, недель даже, когда вот мы сидели в этом зале, слушали сначала маленьких интинцев, потом уже и печорцев, и воркутинцев, и сейчас конкурс вырос до уровня международного, и к нам приезжает и Белоруссия, и Красноярский край, и много-много разных стран, и даже Швейцария уже пишет, а в этом году будет конкурс, понимаете? То есть, слава Богу, что вот когда-то Александр Дмитриевич, Царство Небесное, пришла такая замечательная идея сделать конкурс, не просто конкурс юных вокалистов, а еще на приз, тогда еще совсем юной молодой солистки театра оперы балета
интинки, да, и я тогда сказала, знаете, наша такая, может быть, кто-то помнит это имя, Ия Петровна Бобракова, она была главным режиссером нашего театра, и когда прошла информация об этом конкурсе, она говорит, ну вот, при жизни увековечилась, понимаете, и действительно, я говорю, знаете, конкурсы там Чайковского, Рахманинова, там много, которых уже нет, а я есть, я живая, вот она, конкурс на приз Ольги Сосновской, и я еще могу много чего дать этому конкурсу, потому что у меня еще есть энергия. Я приезжаю достаточно часто. И была здесь последний раз в феврале месяце. Мы приезжали вместе с коллективом наших солистов. И для меня было большое счастье сюда приехать вновь. А сейчас я, когда поднималась по ступенькам школы искусств, вы знаете, прямо вот мурашки. Потому что именно здесь зарождался наш конкурс. Здесь прошло много-много-много его... Сейчас этому конкурсу более 30 лет. И мне кажется, ни один российский конкурс не может похвастаться такой датой. Вот. Поэтому представьте, конкурсу 30, НТ 70. Представляете? Вот. И для меня, конечно, это очень почетно, потому что тогда еще молодой солистки, и вдруг такое на приз Ольги Сосновской. И я очень рада, что благодаря этому конкурсу про НТУ знают во всем мире. В рамках концертной программы в исполнении артистов прозвучали произведения известных отечественных композиторов Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Модеста Мусоргского, Александра Варламова и Александра Гурилина. Выходишь на серенаду, я не в силах больше ждать. Выходишь на серенаду, я не в силах больше ждать. Расскажи мне лучше про царя с царицей, что за морем жили в терему богатом. Еще царь все на ногу хромал, как споткнется, как гриб вырастет. У царицы-то вся насморк был, как чихнет стекла дребезги. Музыканты покорили публику своим искрометным и харизматичным выступлением. Так получилось, что мы с вами остались немножко наедине, и я вас сейчас хочу позвать туда, при помощи поэзии и великолепной бессмертной музыки Баха. Откуда нам знать, где продолжится наша жизнь? Возможно, на той звезде мне кто-то шепнет: «Очнись!» Или знакомый дом, в котором любил бывать давно ушедший на слом, вдруг станет жилым опять. Концерт прошел на одном дыхании. Безупречная музыкальная культура, прекрасная техника вокала, интонация, высокий драматизм исполнения, красота принесли удовлетворение даже самым искушенным меломанам. Этот вечер стал одним из тех, который долгое время останется в памяти любителей искусства. В завершении концерта приезжие гости провели для всех желающих мастер-классы.
Я очень счастлива, что есть возможность поделиться своим опытом, своими знаниями, потому что именно вот вокал, мне кажется, это невозможно вот так вот взять, прочесть и что-то вот научиться. Мне кажется, это как раз передается вот такими вот индивидуальными уроками. Мы слушаем, во-первых, певцов. Ну, сегодня мастер-класс не только я даю, но и будет давать Владимир Иванович Юрковский. Он будет по актерскому мастерству. Это тоже важно, ведь надо не только хорошо спеть, но еще и эмоционально все это прочувствовать. Это тоже очень важно. И с нами приехала Елена Ардуванова, которая вчера уже провела мастер-классы для юных пианистов. Это тоже очень важно. Я сама даже вот сейчас бы даже поехала куда-нибудь, потому что я считаю, что совершенство нам не грозит и всегда есть чему поучиться. Мастер-класс, как и конкурс, помогает встряхнуться, послушать других и посмотреть на себя со стороны. Это определенный скачок. Ведь одно дело петь с давно знакомым и знающим тебя педагогом, другое – услышать оценку нового человека, его советы. Для любого вокалиста это бесценно, а для начинающего важно вдвойне.